Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Она выходит одновременно на телеканале НВК «Саха» и на радио Тетим «Саха Раджета». За режиссерским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона ведущие передачи Любовь Саровацкая. 12 декабря в Центре культуры и искусства имени Юрия Гагарина пройдет второй фестиваль общественных организаций под названием «Наш Якутск». Это итоговое мероприятие прошедших 13 стратегических сессий с участием общественных организаций нашего города. В преддверии этого значимого события мы обсудим, как общественные организации могут взаимодействовать с администрацией города и влиять на принятие решений для общего блага горожан. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями: Высоких Андреем Анатольевичем, председателем Общественной палаты города Якутска, и Слепцовым Владимиром Владимировичем, руководителем службы по реализации программ в сфере патриотического воспитания граждан. Добрый вечер. Добрый. Андрей Анатольевич, Владимир Владимирович, расскажите, как пришла идея провести фестиваль общественных организаций и в чем заключается цель этого мероприятия? Наверное, начну я. Пятый состав, который я сегодня возглавляю, был собран уже в сентябре. То есть чуть-чуть задержали. Обычно это происходит летом, там по каким-то причинам. И вот когда мы собрались, нас 21 человек, и была идея того, что как-то надо подтянуть больше к жизни города в целом общественность. То есть мы, Общественная палата, это вот как бы верхушка общественности, то есть из разных, так сказать, собрана, да, и поэтому была такая идея, что вот как-то каким-то образом собрать общественников, выслушать их мнение и так далее, и потом вот уже как бы мы эту огласили идею, и потом уже вот администрация города приняла это к исполнению, наверное, так надо говорить, или как, скажешь, Владимир Владимирович? Да. Данный фестиваль, конечно, очень масштабное мероприятие. Мы ранее провели 13 стратегических сессий по разным направлениям, где обсудили с жителями направления, по которым необходимо нам в дальнейшем развиваться. И вот у нас 12 числа состоится уже сам торжественный фестиваль. А вообще интересно, сколько в Якутске существует общественных организаций и насколько широк охват населения города Якутска? У нас официально организаций чуть более около 1200 организаций. Активные, конечно, их не так много, но хотелось бы больше. Вот над чем мы работаем совместно с нашей общественностью. А вот вы сказали, прошло 13 стратегических сессий, да, по каким направлениям, какие тематики, может быть, обсуждались, с какой целью, и вообще сколько приняло участие общественников? На данных сессиях приняло у нас участников более 500 человек. Обсуждали разные темы, обсуждали воспитание, обсуждали семейные отношения, взаимодействие управляющей компании с городом, обсуждали код города, как должен выглядеть город, благоустройство, озеленение, и такие разные очень важные темы, которые всегда у нас в повестке. Андрей Анатольевич, а насколько вовлечены горожане, которые представляют общественные объединения, в улучшение качества жизни, благоустройства города? Как раз эти стратегические сессии, они как раз и показали то, что общественность не безразлична к жизни города. И важно было как раз собрать разных людей, не знающих друг друга. То есть это не были такие, пришла одна команда, сидела тут за круглым столом, там другая команда. Как раз там было такое смешение людей. То есть здесь бы мог сидеть руководитель одного из департаментов муниципалитета, или там главный архитектор города и так далее, там управляющая компания. Абсолютно разные люди, разного возраста и так далее. И были, на самом деле, очень интересные предложения. И конкретно мы сейчас говорим о подготовке города к 400-летию. Да. Кстати, в этом плане мы как раз Общественная палата-то и подняла вопрос, что мы через 7 лет будет у нас такая знаменательная дата, 400 лет. Мы, конечно, сделаем новые дороги, мы посадим красивые скверы сделаем, но мы предложили как раз, может, давайте повернемся к тому, чтобы горожане относились друг к другу как-то более
приятно, наверное, или как добрососедски, и так далее. Да, и вот и как раз мы говорим о нецензурной брани, которая, к сожалению, льется просто из каждого утюга, как раньше говорили, из каждого, от каждого молодого человека, неважно даже какого возраста, какого пола и какой национальности, очень много матов, на которые даже нельзя сделать замечание, к сожалению. Владимир Владимирович, вот Андрей Анатольевич сказал, что поступили во время вот стратегических сессий очень дельные идеи, предложения от общественников, да. Как-то они могут повлиять на работу администрации города Якутска или берет ли, под карандаш, скажем, да, администрация города Якутска, есть ли в будущем то, что какие-то идеи и предложения могут быть реализованы? Да, Любовь, непосредственно, конечно, несомненно, мы будем проводить дальнейшую работу. Каким образом? Конечно, мы будем это планировать, во-первых, работу совместно с общественниками, будем определять какую-то общественную организацию, ответственную за то или иное направление, и, конечно же, будем вести, так скажем, за ручку, будем подсказывать, как это сделать, какие источники, допустим, да, найти, на какие департаменты или министерства выходить, чтобы сделать то или иное, допустим, мероприятие, или благоустройство, или изменение в какое-то законодательство. Вот таким вот макаром будем работать. Андрей Анатольевич, давайте немножко откроем завесу, наверное, работы Общественной палаты. Расскажите немножко, как вам новый состав, потому что, ранее тоже были председателем Общественной палаты. Какой состав собрался? Что вы скажете? Многие задаются вопросом вообще, как состоит Общественная палата. То есть там есть положение об Общественной палате, его можно открыть, почитать в открытом доступе. Это 21 человек. 7 человек предлагает городское собрание, то есть не самих депутатов, а тех, кто помогает и так далее, активных людей, которые... 7 человек предлагает руководитель администрации города Якутска, мэр, и 7 человек это от общественных организаций, тоже от разных. Если в прошлом третьем составе я был рекомендован как председатель городского отделения охраны памятников истории и культуры, то в этот раз мою кандидатуру предложил уже Евгений Николаевич. И когда мы собрались, 21 человек, было предложение, чтобы я возглавил. И даже, к сожалению, не было альтернативы. Все проголосовали за меня, хотя, в общем-то, это было как-то даже не очень удобно. Но вообще, в принципе, каждый раз меняя Общественная палата, все равно люди приходят единомышленники в плане того, что они хотят что-то сделать для города. Мы являемся как бы проводником от горожан, от жителей города Якутска и к депутатскому корпусу и администрации города. То есть у нас нет, мы только носим, то есть мы предлагаем рекомендательный характер. Но, тем не менее, к нам прислушиваются. И в прошлом третьем составе, когда мы были, мы очень много говорили. И реально, я считаю, что это в том числе и наша работа. Это начали борьбу с этими лжекафе, которые там разливайки так называемые. Мы как раз говорили о этих больших стаях собак, которые, к сожалению, были. И, к сожалению, произошла эта трагедия, когда погибла женщина. Да. Мы много говорили о теплых остановках, и они сейчас есть. К счастью, и действительно это видно в городе. И самое, наверное, главное, мы тогда говорили о озеленении города, и мы настояли на том, чтобы город не пошел по принципу, тогда хотели восстановить так называемый зеленстрой, и мы понимали, что штатное расписание 50 человек, из которых 20 человек руководящий состав, то есть это опять будет гора, которая будет рожать мышь. То есть мы не можем восстановить то, что было там 40 лет назад, когда был такой в городе зеленстрой. Поэтому было принято решение городу в том числе и мы так предлагали, что при главе должен быть так называемый главный садовник города. И сегодня, на самом деле, уже несколько лет этот человек есть, работает, и сейчас это штатная единица, уже создается отдел, где как раз 3 человека будут курировать, так сказать, эти все озеленения. И у нас начинается порядок, на самом деле, в этом плане. И сегодня Общественная палата, буквально 2 недели у нас было очередное заседание, мы предложили городу как-то еще ближе подойти к озеленению, более конструктивно. Скажу вкратце. Город предложил и сделал реально облигации на московской бирже.
на 30 миллионов рублей. И идея была в том, что эти облигации должны продаваться, ну, как все облигации, на торгах. Но мы не были все подготовлены, честно говоря, и как бы неграмотно к этому подошли. То есть каждое предприятие или частник мог участвовать в этих торгах, купить на 1000, на 10 тысяч, на 100 тысяч рублей, и этим самым внести свои личные деньги в озеленение города. И вот там было на 30 миллионов эти вот акции, облигации. И эти облигации возвратные. То есть через год, если я купил там на 100 тысяч, на будущий год бы я получил, например, 110 тысяч, я не знаю. Но получилось то, что получилось. Эти акции проданы за 15 минут, облигации. То есть город получил 30 миллионов рублей внебюджетные, чтобы озеленять город. Но мы потеряли механизм того, что горожане не смогли участвовать в этом всем. Поэтому сегодня город опять ставит задачу уже увеличить эту сумму облигаций. А мы предложили создать фонд. Как бы фонд помощи озеленения или так далее. Но все спрашивают, опять же, это не будет обязательным? Нет, это добровольно. Опять же, есть люди, которые готовы как-то озеленить, помочь городу озеленению, но у них нет возможности самим сажать эти елки или поливать. А важно не опять посадить 10 тысяч деревьев, как у нас было, да? Мы посадили 10 тысяч, 900, через 2 года умерли. Поэтому надо не сажать, а выращивать. Поэтому это должны делать специалисты. Сегодня у нас есть несколько предприятий, сегодня у нас есть несколько питомников, где выращиваются те или иные растения. И не только березы и сосны надо втыкать. У нас очень хорошо растут и рябина, и яблони, и черемуха. И много вот голубые ели посадили в этом году, сделали красивый зеленый газон, да. То есть, когда подходит профессионально, когда это все действительно не просто воткнули, а посадили как надо. Я со школы, 20-я школа у нас была, единственное в городе школьное лесничество. Нас тогда научили правильно выкапывать елку, правильно посадить, за ней ухаживать, например. И вот это важно делать, и сегодня, видите, в городе началась обрезка деревьев. Там 3 года назад, когда Зеленый рай начал обрезать улицу Ярославскую и Хабарова, они столько на себе собрали негатива. А когда это все расцвело, вот эти вот диванные аналитики, к сожалению... Куда-то пропали. Нет, если ты такой специалист, купи этих облигаций или внеси там 100 тысяч или 20 тысяч, неважно какая сумма, в озеленение города. Поэтому я считаю, что это вот такой очень важный момент, и каждый из нас, тем более мы хотим, чтобы город зеленым, у нас будет меньше пыли, или как у нас есть такой сейчас сленг, город белых кроссовок. Да. Это на самом деле красиво и очень эстетично, потому что, у нас очень много пыли. И, кстати, Общественная палата и при поддержке, то есть я участвовал в заседании наших старейшин города, и мы предлагаем объявить мораторий на застройку зеленого луга. То есть зеленый луг для города Якутска является неотъемлемой частью зеленой зоны. Это вообще, как сказать, нас не то, что достопримечательность, это наши легкие. Но единственное, что сегодня есть план уже на 202 микрорайон, потому что там не хватает школ и так далее. То есть, конечно, это тоже такой дорогостоящий проект, но с этим соглашаемся, потому что необходимость есть. А вот дальше, будьте любезны, давайте мы объявим мораторий на 25 лет, пока мы не застроим, не уберем все аварийное жилье, пока мы не подчистим, так сказать, всю долину Туймады от вот этих всяких нехороших строений. Если через 25 лет нам некуда будет развиваться, то, может быть, пойдем на зеленый луг. И потом в конце 80-х годов, насколько я помню, мы ходили купаться на зеленый луг. Да, там же речка была. Да. Это протока, да. Я вам могу показать генплан 80-х годов. Он висит у нас в башне, надвратной башне нашего Якутского острога, где было запланировано от улицы сегодняшнего Романа Дмитриева и до Покровского тракта весь зеленый луг 25 микрорайонов. 25 202 должно было быть. Представляете? То есть мы уже тогда бы... То есть сегодня мы бы не видели зеленого луга, вот была бы опять вот эта вся... К сожалению. К сожалению, к счастью, не случилось. Давайте немножко вернемся к нашим стратегическим сессиям. Вчера, насколько я знаю, прошла стратегическая сессия, на которой в том числе обсуждался кодекс горожанина. Да. Давайте расскажем нашим радио и телезрителям, что за кодекс горожанина. На самом деле я постараюсь кратко.
вот всегда должны быть какие-то правила игры. Вот я считаю, что то, что мы, опять же, идея, так сказать, общественной палаты была поддержана и администрацией города, и общественностью, и вообще-то и учителя, и руководители, и так далее. То есть, да, давайте мы сделаем какой-то свод правил, потому что у нас жуткий вандализм. Мгм. Ну, просто вот дети еще там 2 Что года... неделя бьет Да, наши теплые остановки. да, вот они там 3 года назад качались на этих качельках, сейчас пришли с пивом, и эту качельку взяли, сломали. Потому что они выросли из нее. И она нам не нужна. Она не нужна, и попа ее, этой девочки, уже не входит в эту качелю, она за это, наверное, бесится. И она взяла и сломала. На замечание говорит, это ну и что? И вот, к сожалению, пока мы не накажем или ее, эту девочку, или группу девочек, или там, неважно, или их родителей материально. То есть нужен действительно кодекс. Дальше, ну, если он сейчас будет принят, он будет, наверное, принят. Вот 12-го мы будем так как Луковского его раздавать, и люди, ознакомившись, мы прямо хотим сделать такой, как бы, чтобы человек, который прочел его, тут же написал свою фамилию и согласен в определенной, так сказать, вот книге, что это не идея и прихоть, так сказать, высоких там, или Григорьева, или там группы еще каких-то людей. А вот сегодня, чтобы люди к этому отнеслись более серьезно, и с этого начнем. Может он меняться? Конечно, может. Мы же, так сказать, ну, давайте начнем с чего-то. Хотя бы. Хотя бы, да. Через год, через 2. Потом можно сделать такой же свод правил жителей МКД, жителей СОТов. Там же тоже сегодня черт знает, что творится. Я первый занял эту дорогу, значит, она моя. Ну и в таком духе. Мгм. Тогда 12 декабря в Центре культуры имени Гагарина будет принят, да, кодекс горожанина? Ну, да, Торжественно. да. Мгм. Вы не так давно выступали с предложением усилить профилактическую работу с нецензурной бранью. Общественники вас поддерживают, и обсуждалось ли это? А вы стратегически? поддерживаете? Конечно. Вот. Поэтому все, кто вот, опять же, нормальные люди, да, они все говорят, ну, как-то с этим надо бороться, потому что так ухо режет. В автобусах, то есть, и вот маленькие, взрослые, ну, там понимаем, что это пьяный дядька зашел, его сложно, так сказать, остановить или сделать замечание, потому что это включается другая. А когда дети и бабушки матерятся, и вот это, и на самом деле, когда вот мы сказали, что давайте что-то делать, говорят, а как ты это будешь делать? Но мы говорим не о том, что это надо запретить, но как-то надо фильтровать, наверное, такое, может быть, грубое слово, но вот, то есть вы находитесь в каком-то помещении, совет директоров там, между собой разговариваете на доступном вам языке, или там сидите в камере в какой-то определенной, у вас там свой сленг, но выйдя оттуда, будьте любезны, включайте фильтр. И вот мы там же 12-го мы сделали такую брошюру, пока 500 экземпляров, там на 40 страниц, в черно-белом варианте, но вот будет называться «Словарь красивой речи». Очень Каждый, да, почитал и на самом деле нашел вот альтернативу или как тому, что вот он говорит, ну хотя бы вот присутствие старшего поколения, присутствие мамы, вообще женщин, девочек, да, ну не должно быть вот это вот. Ну, в первую очередь, конечно, должны поддержать это взрослые, Да. потому что только взрослые могут своим примером показать подрастающему нашему поколению, как вести себя в обществе. Да, Правильно это же? важно. Владимир Владимирович, вот вы участвовали во многих стратегических сессиях, которые проходили, да, вот в течение 1,5 месяцев. Какие еще предложения вносят общественные организации, вот, кроме, например, как бороться с нецензурной бранью? Ну вот если сейчас подчеркнуть, что Андрей Анатольевич говорит, действительно, тема-то очень важная. Я сам столкнулся с ней совсем недавно, когда увидел детский чат, какие там маты пишут, это, извините, у меня ужас какой. Поэтому об этом надо говорить, эту проблему надо поднимать. И когда была стратегическая сессия землячества, у них очень интересные идеи есть по наставничеству, по помощи молодым ребятам, да, которые, вот, допустим, приехали провести здесь студенчество. Уважаемые радиослушатели и телезрители, мы буквально прервемся на несколько минут на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о втором фестивале общественных организаций, который пройдет 12 декабря, и о принятии кодекса горожанина, кодекса жителей города Якутска. Оставайтесь с нами.
Уважаемые радиослушатели и телезрители, я вам напоминаю, сейчас идет передача «Якутск сегодня», и мы сегодня говорим о том, что 12 декабря пройдет второй фестиваль общественных организаций в Центре культуры имени Юрия Гагарина. Сегодня у нас в гостях председатель Общественной палаты Андрей Анатольевич Высоких и Владимир Владимирович Слепцов, руководитель службы по реализации программ в сфере патриотического воспитания граждан. Мы перед тем, как уйти на рекламу, говорили о том, что 12 декабря, помимо того, что это будет фестиваль, будет принят кодекс жителя города Якутска. У меня такой вопрос. Если вот, допустим, горожанин захочет выступить с какой-то инициативой, да, или с предложением там, поправить немножко в кодекс, да, горожанина, куда ему обратиться? Любовь, я отвечу на этот вопрос. Можно будет обратиться по месту жительства в свою управу письменным заявлением. Обязательно возьмите входящий номер, как это положено. Ну и это уже попадет туда, куда необходимо, для того, чтобы принять это в работу. И далее он может тоже также участвовать в каких-то Да, если обсуждениях, даже да? у наших жителей очень много инициатив вообще за время работы управы. Я в этом лично убедился. Всегда есть какие-то предложения, замечания. Они делают нас лучше, поднимают наш уровень работы в целом. По инициативам, то, конечно же, все надо начинать по месту в управе. В управах города. Или если житель пригорода, то в администрацию пригорода. Владимир Владимирович, а как вы считаете, какие конкретные изменения в жизни города могут произойти благодаря активному взаимодействию общественности, общественных организаций и администрации города? Ну, как мы видим, наш город очень стремительно меняется, особенно за последние 5 лет. Сколько у нас дорог, у нас поменялся в целом подход по озеленению, у нас появились какие-то традиционные мероприятия. Допустим, сейчас у нас традиционным является это проведение праздников дворов. Тоже было предложение наших жителей. И сейчас это уже стало доброй традицией, когда родители с детьми могут выйти во дворы, провести свой досуг, познакомиться с соседями, поиграть. Я думаю, что это очень хорошая инициатива в плане того, что это повышает добрососедство, да. Порой бывает то, что вот соседи друг друга не знают, да, например, там переехали и постучаться как бы в дверь к соседу, это, уже как бы камильфо, да, считается, а тут как бы добрососедство на этих праздниках осуществляется. Да. А какие примеры успешного сотрудничества можно привести? Вот Андрей Анатольевич как раз говорил о том, что вот ныне, когда вот он был председателем общественного совета, были внесены предложения по теплым остановкам, которых сейчас у нас более 100, да, в городе, и горожанам тоже очень нравится. Уже не хватает, да, просят постоянно там поставить, здесь поставят. Насчет собак, а еще, может быть, какие-то есть примеры? На самом деле, сложно сейчас вот так навскидку сказать. Людей на самом деле очень... Вот сейчас, когда были стратегические сессии, говорю, что люди, вот важно, чтобы было, что они разные, из разных слоев населения, разного подготовки, образования и так далее. И вот говорили все, что угодно, и вот очень много говорим о подготовке 400-летия города, да. Вообще, город, еще раз говорю, город Якутск — это самый старый город северо-востока России. То есть через Якутск открыт весь Дальний Восток. И на самом деле мы говорим 400 лет. 400 лет, когда был образован город Якутск. Естественно, до прихода казаков здесь жили люди, жили народ Саха. Но сегодня археологи нам прямо говорят, например, вот в этом году были раскопки в Хангаласском районе. То есть захоронение 6 тысяч лет. В долине Туймада люди жили 10 тысяч лет назад. То есть у нас, в принципе, есть чем гордиться. У нас начала развиваться городская археология. То есть вот у нас на сегодня уже 6 было археологических раскопок, и то, что вот в прошлом году и нынче они закончили, на месте Якутского острога вот работали, и где нашли вот эти берестяные грамоты, там и много было интересных вещей.
И на месте вот городской бани по улице Чернышевского большие раскопки 2 года тоже длились. Там очень было там несколько сот артефактов очень интересных. Вот именно жизни города. Это вот 19, 18, 19, 20 век, начало 20 века. То есть это тоже история и очень интересно. И вот сегодня стоит вопрос, кстати, очень много поднималось вопросов о создании, ну, будем так говорить, достойного музея города Якутска. То есть то, что у нас сегодня есть, это такое небольшое помещение, хотя люди очень, так сказать, относятся к... История то есть работники, очень богатая. да, история богатая, и они готовы там экспозицию делать. И вот как раз мы там, когда мы готовили документы для подачи, чтобы присвоить городу город трудовой доблести, во время войны было более 3000 документов, то есть архивов мы подняли, записей, фотографий и так далее, и так далее. И сейчас это все тоже, у нас есть большой фотоархив, мы выставлялись на День города, показывали, как работали предприятия, фамилии людей, которые были награждены. И вот сейчас есть идея того, чтобы продолжить эту работу, уже перейти, так сказать, от послевоенных и до нашего времени. То есть у нас очень много есть, как правильно сказать, династий. Они в разных, и строителей, и в здравоохранении, учителей, музыкантов, и вот семейные альбомы, и истории той или иной школы, предприятий. У нас сегодня замечательно, например, есть история нашего хлебозавода, да. И вот если все это собирать, просто, понимаете, места в любом музее не хватит. Но можно сделать интерактивную, то есть, опять же, оцифровать все фотографии, альбомы, и вот по разделам, так сказать, вот вы пришли в музей, на экранах там показывают историю, либо истории строительства города Якутска, советское строительство, либо вот здравоохранение, учителей, которые вот нас учили, воспитывали в нас так, как, к счастью, да, так, как воспитали. И так далее. То есть тот же наш СФФУ, то есть ЕГУ, это тоже большая история всего. Поэтому вот достойное место к 400-летию должно быть музей города Якутска, ну и вообще исторических таких, о чем говорит вот наше Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, что мы должны все-таки вот восстановить Троицкий кафедральный собор, это на улице Каландрашвили, это первый каменный православный храм на Дальнем Востоке. То есть, на самом деле, это уникальное здание, это еще не самое старое здание города Якутска. Но вот, к сожалению, да, оно в таком виде, как оно есть. И у нас есть знаменитая шахта Шаргина, опять же, про которую многие жители города даже и не знают, что это 116 метров в глубину, это 3 12-этажных дома вниз. И благодаря этой шахте Шаргина весь мир узнал, что такое мерзлота, есть вечная мерзлота, вообще, что такое город Якутск есть. И вот потом появилась такая наука геология, опять благодаря нашей шахте Шаргина. Ну и вообще благодаря вашей, наверное, скрупулезной работе по собиранию исторических фактов, вклада Якутска в годы Великой Отечественной войны, сейчас Якутск носит гордое звание город трудовой доблести. Мне кажется, даже это могло поспособствовать о том, что на федеральном уровне повернули на нас взор и появился мастер-план для дальнейшего развития лучшего города на вечной мерзлоте, который мы должны прийти к 400-летию города Якутска. Но надо стараться всем, каждому гражданину, в том числе вот как раз мы говорим и о кодексе горожанина, и о том, что вот как-то поднять уровень. Вот такой яркий пример, ну, конечно, это не параллелька, это когда в Пекине решили провести Олимпиаду и выиграли, то, вы знаете, менталитет китайцев был, они очень много плевались везде. И в помещениях на улице к Олимпиаде никто не плевался. Но после Олимпиады, к сожалению, мне кажется, они вернулись. Нет. Они перевоспитались. Как перевоспитались? Штрафы, замечания. Ну, на самом деле, когда говорят, вот там на Западе, да, в других странах очень чисто, очень красиво. А вы знаете, какие штрафы там? Заброшенный окурок или там, баночку или еще что-то. У нас нет таких штрафов. Тогда вот принимаемый кодекс, ну вот свод правил, да, он в дальнейшем будет как-то вот, ну, увеличиваться или превратиться в нормативно-правовой акт какой-то, который будет воздействовать
административным штрафам на те же плевки, например, У да? нас все должно в рамках российского законодательства. Мы не можем придумать штраф за плевок или за мат. У нас, к сожалению, вот все выстраивается в рамках закона, то, что принимает Государственная Дума. А если инициировать, например, хотя бы, допустим, Вилтумен, чтобы приняли какой-то законопроект хотя бы в рамках республики? Я не знаю, вот когда вы будете ругаться, да, на меня матом, я вам подам в суд, а вы скажете, по российскому законодательству я не виноват. И выиграю, да? И выиграете. Хотя, как вот недавно буквально в социальных сетях, вот, по-моему, где-то в Сайсарах на улице, по-моему, той же Каландрашвили, вот, есть же кнопочка перехода, да, на светофоре, она была вся оплеванная, что из-за этого кнопка как бы не работает, и кнопки-то работают же от прикасания тепла, и людям, ну, как бы стрёмно как бы к чужому плевку-то прикасаться. Да, к сожалению, такой вандализм у нас есть. И мусор выкидывают вполне взрослые люди, выходя из подъезда, просто под дом швыряют. Если приоткрыть завесу немножко вот кодекса горожанина, ну, какие там аспекты были затронуты? Из каких пунктов, может быть, он состоит? Ну, вот именно борьба с вандализмом, наверное, в первую очередь, добрососедство, помощи старикам, детям, когда-то, ну вот опять же ситуация, не могут перейти дорогу, там, или пожилые люди не могут разобраться в телефоне, ну, потому что на самом деле это сложно. Поэтому вот как раз и обращение к молодежи: помоги инвалидам, старикам, детям. Вот, ну, вот повернись к этому, повернись лицом к городу. Это твой дом, не просто твоя квартира, это твоя личная клетка, твой двор, твоя улица, твоя, горожанина. И когда мне говорят, ну, тут не все понаехали, да, мы все понаехавшие. Мы все понаехавшие. 400 лет уже свое, едем и едем. Мы все понаехавшие. То есть это какой-то свод простых правил, которые существовали, о которых мы немножко забыли. Да, вот прочти, распишись. Потому что, естественно, это не законодательно, это все инициатива. Или как рекомендательный характер, да, наверное, правильно будет говорить. Об этом надо говорить. Надо нести в массы, надо всегда повторять. Этот кодекс будет как-то распространяться на детские садики, на школы, может быть, там классные часы какие-то вести, вот мы про это и по говорим, воспитанию. Да. Вот как раз это и должно туда идти. Потому что просто стоять на улице и кричать — это бесполезно. Надо, чтобы родители это понимали, что это важно. Если ты хочешь жить в этом городе. Мы понимаем, что тут, да, кто-то приехал заработать деньги, кто-то, ну, по-разному, да. Для меня это город, это мой родной город, я здесь родился, мои родители здесь похоронены, родители моих родителей здесь лежат. Поэтому как бы вот я отношусь к нему как вот... Я его строил с 75-го года. Это мой город, я его руками своими делал. Владимир Владимирович, возвращаясь к 12 декабря, может быть, немножко расскажете, какая программа ждет и кто может посетить? Вход платный, бесплатный? Любой горожанин ли может попасть на этот фестиваль? Кто будет участниками? Да, Любовь. 12 декабря у нас начало 14 часов. Может попасть любой желающий. Там будет представлена выставка наших общественных организаций городских. Их там более 40 будет у нас. Также у нас состоится торжественное подписание всеми желающими кодекса. И будет концерт. Выставка, ярмарка. Да, выставка, ярмарка. Работу общественных организаций, где можно ознакомиться горожанину? На каких площадках? Есть ли социальные сети или у каждой организации своя? Вот как раз-таки там у нас ДК Гагарина будет выставка, где общественные организации представят о своей деятельности. Будет посвящена у них выставка, там будут указаны и соцсети, и контакты. И если есть желающие вступить в эти общественные организации, они это сразу могут там сделать. Ну, вот вы, как курирующее подразделение, наверное, да, от администрации города Якутска, курирующее работу общественных организаций, может быть, это было бы удобно сделать на какой-то одной площадке? Не задумывались об этом? Да, мы об этом думали, конечно. У нас у всех есть соцсети,
куда горожане могут обратиться. Также есть контакты на сайте нашей администрации, куда можно позвонить и подать свою инициативу. А во время стратегических сессий была ли площадка, организованная для молодежи, подростков, может быть? Да, была и по воспитанию, и по молодежи как раз-таки. Сейчас каждая страцессия, от каждой страцессии есть инициаторы, которые готовят презентацию для того, чтобы презентовать ее как раз-таки на нашем фестивале. А может быть, какие-то идеи от наших подрастающих поколений, новшества, может быть, они предлагали? Предлагают. Предложений очень много, направлений у нас 12, поэтому я не хочу забегать вперед, давайте мы это все презентуем на нашем фестивале. То есть вы приглашаете всех горожан 12 декабря. Обязательно. А во сколько начинается еще раз? В 14 часов обязательно приходите в ДК Гагарина. ДК Гагарина. Как у председателя общественной палаты, какие у вас будут пожелания к нашим горожанам? Не быть пассивными. Вот если ты горожанин, если ты якутянин, если ты хочешь, чтобы город действительно был твоим домом, да, или вот оставить свой след для твоих потомков, где-то было сказано очень интересно, мы взяли эту землю в аренду у детей. Понимаете? То есть, в принципе, вот мы должны сделать все так, чтобы нам не было стыдно. Потом вот смотрите им в глаза, когда мы уже будем такими немощными. И вот сегодняшние старики, да, они с удовольствием смотрят, там, говорят, да, спасибо там, за то, что сделали это. Сегодня, на самом деле, город меняется, и с этим сложно спорить. Поэтому я думаю, что вот каждый горожанин должен, не обязательно вот идти куда-то в мэрию, там, просто выйди, так сказать, сделал замечание тем, кто бросает окурки или там еще что-то. Начни с этого. Сможешь сам взять метлу и подобрать и начать с себя. Начни с себя, да. Принимать участие в субботниках дворовых, посадить деревья. Да. Владимир Владимирович, Андрей Анатольевич, спасибо большое, что уделили время, пришли к нам на передачу. Сегодня мы действительно поговорили о важных аспектах взаимодействия общественных организаций и вообще в целом общественности с администрацией города Якутска. Узнали о предстоящем фестивале «Наш Якутск». Это уже второй фестиваль. И надеемся, что эти инициативы помогут сделать наш город еще более комфортным и уютным для жизни. А я с вами прощаюсь. Спасибо большое всем радиослушателям и телезрителям, что были с нами. До следующих встреч в эфире. С вами была Любовь Сыроватская.